И если человек поразмыслит после пробуждения ото сна, что он просыпается здоровым, альхамдулилля, глаза видят, уши слышат, все суставы тела работают, встает с активностью по милости Аллаха. Сколько денег человек может пожертвовать в знак благодарности за это благо? Сколько восхвалять? Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: за каждый сустав из суставов, имеющихся в телах, человек должен давать садака каждый день. Все таспихи – это садака, восхваление – это садака, квала – это садака, зикр – это садака, повеление благого и предостережение от запретного – это тоже садака. Однако посланник, саллаллаху алейхи вассалям, указал на деяние, которое будет достаточным за все это. Это 2 раката молитвы аль-Духа, которую совершает человек, и этот намаз достаточен как хвала за это благо. Представь, это будет хвалой за дарованное благо, здоровье. Разве есть большее благо, чем это? Хвала за великое благо – это 2 раката намаза во время аль-Духа. Посмотри на щедрость Господа, как Он принимает от тебя 2 раката, совершаемые за 2-3 минуты. Более того, Всевышний сказал: если вы будете благодарны, то я непременно увеличу вам блага. Будь уверен, что если ты будешь выказывать хвалу за дарованное тебе здоровье, то тебе увеличивается оно по милости щедрейшего Аллаха. Однажды посланник, саллаллаху алейхи вассалям, отправил в боевой поход Сарию, который захватил военную большую добычу, и быстро вернулся обратно. Тогда сподвижники удивились их быстрому возвращению и большой добыче. Услышав это, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: кто совершит намаз аль-Духа, его место похода будет еще ближе, ему достанется еще большая добыча, и он быстрее вернется обратно. Представь, совершенных 2 раката принесут больше пользы, больше, чем добыча Сарии. Для того, кто совершил утреннюю молитву в джамаате, после чего остался сидеть на месте и поминал Аллаха до тех пор, пока не взошло солнце, а затем совершил 2 раката молитвы, это станет для него наградой, как за совершение полноценного хаджа и умры. Посланник, саллаллаху алейхи вассалям, 3 раза подтвердил, что это полноценная награда. Как человек может упустить такое достоинство, выполнить которое несложно, как говорят, легко глотаемая пища, легкое пропитание? Сколько достоинств в намазе аль-Духа! И выполнить все это очень просто. Самое меньшее – это 2 раката, а большее, как говорят одни, это 4 раката. Другие говорят 8, третьи говорят, сколько пожелаешь. Однако достаточно и 2 ракатов. И этому отведено длительное время, начиная с восхода солнца и заканчивая парой минут до наступления обеденного азана. Человек может совершить эту молитву дома, пока отправится на работу, или на работе в кабинете. Можно повесить на спинку стула коврик, чтобы совершать на работе. Это займет лишь 2-3 минуты, но пользу от этого человек получит очень большую. Как может человек упускать такую большую пользу, когда все это выполнить проще простого? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в намазе аль-Духа читал суры Аш-Шамс и аль-Духа. Кто совершит намаз аль-Духа и будет постоянен в этом, то Аллах простит его грехи, если даже они будут подобны в пене в море. Посланник, саллаллаху алейхи вассалям, постоянствовал в этом намазе и говорил: смысл: кто постоянствует в намазе аль-Духа, тот будет рабом, всегда обращенным к Аллаху. Аллах восхвалил таких рабов. Как прекрасен был этот раб! Воистину, он всегда обращался к Аллаху. То есть раб, который многократно обращается к Аллаху. Если будешь постоянен в намазе аль-Духа, Всевышний запишет тебя в числе всегда обращающихся к Нему. Если ты любишь Аллаха и желаешь, чтобы Аллах тебя любил, если слышишь от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, о достоинстве этих простых 2 ракатов, как может человек не выполнять их, любя Аллаха, связываясь с Аллахом? Да дарует Аллах тауфик нам и вам постоянствовать в этом, и мы, иншаллах, будем из рабов, обращающихся всегда к Аллаху, и этим станем соседями господина посланников, саллаллаху алейхи вассалям.